Говорят, что счастливую женщину можно определить по ее мужу. Идрамашан пиалан улмажам, воктене улша пилашажам ончен палашлиеш. Happy woman you can see by her man. Сегодняшнее мое видео будет о молодой женщине Марии, нашей национальности Марии, которая однажды ради любви изменила свою жизнь. Молодой человек, который увидел Марию в интернете, был поражен ее сходством во внешности с его бабушкой. И несмотря ни на что, ни на расстояние, ни на языковые барьеры, ни на религиозные предрассудки, а он, мормон, увез нашу героиню из Республики Мариэл в Соединенные Штаты Америки. В одном из своих видео, где я знакомила вас с городом Солт-Лейк-Сити, штат Юта, я говорила о мормонах. Прикреплю это видео в разделе «Комментарий». Я продолжаю на своем YouTube-канале знакомить с нашими людьми национальности Марии, проживающими в Америке. Всем здравствуйте! С вами Эльвира из Америки. Жаптапур или жапагалам елташлактен дандене Эльвира Америка гыч. Умбака же Америкаште илыше марикалагдена палмамаштем. А теперь давайте познакомимся с нашей героиней. Салам Лижа, меня зовут Маша. Я родилась в селе Старый Тарьял Новотарьяльского района Республики Мариэл. Училась я в Старотарьяльской средней школе, закончила 11 классов. И дальше я пошла учиться в МГПИ имени Надежды Константиновны Крупской. По образованию я учитель информатики и физики. Но проработав 1 год, я поняла, что педагогика это не мое. И пошла я учиться парикмахером и до сих пор работала парикмахером. Мои родители: папа Прозоров Евгений Никифорович, какое-то время работал в колхозе «Прогресс» оператором машинного доения. Но когда началась перестройка, он начал работать строителем, плотником, каменщиком до пенсии. А мама моя, Прозорова Татьяна Федоровна, она работала в школе трудовиком, работала в детском садике воспитателем и работала соцработником до пенсии. Моя мама сейчас живет в Старом Тарьяле. И организовывает разные мероприятия в Старом Тарьяле. А папа мой живет со мной, нам помогает сейчас по хозяйству. У нас есть бык, есть 5 лошадей, собака, кошки. Ну, в общем, он у нас помощник по дому, по хозяйству. А вот и наш бык. Его зовут Миша. Это мой папа его так назвал. Он, папа, за курочками смотрит. Мы сделали сетку сверху, потому что у нас тут очень много ястребов летают, могут своровать наших курочек. Там гараж. Мария, я ко всем нашим соотечественникам национальности Марии пристаю с одним и тем же вопросом. Как твой родной Марийский живет в Америке? Мария мет Америкаште кузевара шила? Марийский язык я знаю с рождения. Мои родители разговаривали со мной с рождения на марийском языке. А русский язык это мой второй язык. И я его начала изучать только с 5 лет, когда мама меня начала преподавать алфавит и учить читать. Поэтому марийский язык я никогда не забуду. Это уже у меня в крови, это уже в меня вложено с рождения. Поэтому
И до сих пор я разговариваю на марийском языке, я звоню маме каждый день, мы с ней разговариваем. А папа живет со мной, мы общаемся только на марийском языке. И мои дети тоже знают марийские слова, марийский язык, я с ними разговариваю на марийском языке. Вот, поэтому это не забывается. О, могай сай! Америка, что унака влаклан Мари Ялман Марико Чавоктена подлятуне маш? Расскажи, пожалуйста, про жизнь в Америке. В Америке я живу уже больше 7 лет. И за это время привыкла. Первое время было тяжело, но сейчас уже более или менее уже привыкаешь. Это уже когда есть свой дом, свое место, привыкается быстрее. Теперь уже когда лечу домой навещать маму и брата и сестер, уже скучаю. Уже хочется вернуться обратно в свой дом. До приезда в Америку знала английский язык? Английский язык я знаю со школы, но у нас была базовая программа, поэтому я прилетела сюда, в Америку, с базовыми знаниями. Конечно, это все забывается, если не практиковать, и за долгое время проживания в Йошкар-Оле я забыла некоторые правила и разговариваю, конечно, с ошибками. Но за 7 лет я изучила уже английский язык достаточно хорошо для себя. Но моя дочь Дарина, она прилетела сюда со мной, и она не знала английский язык совершенно. И сейчас она знает его намного лучше меня. А теперь расскажи, пожалуйста, о той серьезной причине переезда в Америку. Да, причина переезда в Америку – это мой муж. Он меня нашел в интернете, сказал, что по фотографии я была похожа на его бабушку. И поэтому он мне написал. Мы с ним переписывались 9 месяцев, и потом он прилетел к нам. И уже в итоге мы прилетели с дочкой сюда, переехали к нему. Начало своей семейной жизни Джейкоб и Мария отпраздновали в Мариэл среди своих родных и близких и, конечно же, друзей. Конечно же, в этой свадьбе были соединены две культуры. Культура народа Мари и американская, в частности, мормонов. Посмотрите, пожалуйста, как это было. Да, при желании, когда любовь соединяет сердца, все возможно. Ну а теперь расскажи про мужа, какой он, и немного про его религию, пожалуйста. Моего мужа зовут Джейкоб. Он очень щедрый, очень добрый, отзывчивый человек. Он работает механиком, чинит большие грузовики. И по нему очень видно, как он очень трудолюбивый человек. И полюбила я его очень быстро, потому что почувствовала, что это мой человек. Просто судьба нас свела. Да, и по религии он мормон. До встречи со мной у него было 2 жены одновременно. Это у них принято многоженство. И у него от 2 жен 9 детей. В общей сложности у нас с ним 12 детей общих.
А где вы живете? Сейчас мы живем в Миссисипи, в городе Эрнандо. А когда мы сюда переехали, мы жили в Мемфисе, в штате Теннесси. И жили в домике на колесиках, в трейлере. У нас не было ни участка, ни большого дома, но мы были счастливы. И когда я забеременела Жасмин, второй моей дочкой, мы начали искать дом и нашли недалеко от работы мужа, через дорогу, поселились в этом маленьком домике. Когда я забеременела уже Алексой, третьей моей дочкой, мы переехали уже в этот дом, где мы сейчас живем. Он достаточно большой, двухэтажный, красивый дом. Вот наш дом, двухэтажный, небольшой участок здесь, красивый, с цветочками. Вы любите путешествовать? Где уже побывали? Но мы путешествуем в основном по Америке, а муж решил нам показать всю Америку. Мы были во многих городах уже, а в других странах мы были в Мексике, отдыхали там, праздновали дни рождения. У нас дни рождения у обоих в феврале, и очень удобно отмечать в один день оба дня рождения. А в Россию летали с мужем примерно 2-3 раза. И в основном я летаю туда со старшей дочкой, потому что она очень скучает по России, так как она родилась в России и привыкла. Большой дом, хозяйство, лошади, дети, муж. А еще чем ты себя занимаешь, Мария? Как я уже говорила, я работала парикмахером долгое время. Переехав сюда, я отучилась на мастера маникюра. Проработала примерно 3 года. И сейчас по состоянию здоровья я все это перестала делать. И перешла сейчас на другую сферу деятельности. Это декоративные стены. Изучаю, шпаклюю, делаю все, в общем, интересные варианты со стеной. Варианты я вам могу показать. Слушай, ну какая ты умница, просто молодец. У тебя есть мечта? Моя мечта, скажу в общем, это сделать мир намного лучше и удобнее, к чему я стремлюсь каждый день. Хочу сделать мир проще, хочу мир сделать красивее и двигаюсь к своей цели каждый день. Прежде чем я завершу свое видео, хочу попросить обязательно поставить лайк, распространить это видео и подписаться на мой YouTube канал, и обязательно поделиться о вашем впечатлении о героях этого видео. Надеюсь, что, оставляя свои комментарии, вы будете уважительны к моей работе и также ко всем героям этого видео, как к самому себе. Спасибо за понимание. Видеом кошартамедеч ончеч йодам лайком шандаш. Видеом шараш моен YouTube каналышка возалташки возалтын огыл. Да тыга как шкендан шонымаштам возаш. И шанен кодам, кузе шкендам акледа да пагаледа, тыгак мемнам чыланнамат шотлен да аклен шки шонымаштам кодеда. Умлымаланда Кугу тау. И пеша кугу тау таланда, ончымаланда.
Большое вам спасибо за внимание. Вот такая судьба. Никогда не знаешь, где потеряешь, а где найдешь. Завершая это видео, хочу поблагодарить Марию за очень искреннее интервью, за изумительно красивые и душевные фото и видеоматериалы. Пусть в ваших домах в Республике Мариэл и также в Миссисипи всегда будет царить любовь, счастье, мир и понимание. И ваша интернациональная семья будет тем примером для всех людей, что любовь может преодолеть любые преграды, любые стереотипы. Всем здоровья и счастья. Ула кумалан, челандамат тауштем, датажалакам, юратамашам, датагак пиалам таланем. Thank you so much. Wishing you all the best.